Здравствуйте, дорогие друзья и все, кто смотрит этот ролик. Сегодня мы расскажем о трех спасенышах из якутского страшного собачьего мира. Томас. Его спасение было одним из самых трудных и нервных. Он, как и другие хвостики, пытался выжить, ища укрытия от пронизывающего ветра и мороза в минус 55. В такое время очень много собак сдаются. Обессиленные, они ложатся, свернувшись клубком, а к утру их заметает снегом, и только холмик выдает, что здесь заснула вечным сном собачуля. Волонтеры ездили по возможности подкармливать многих собак в заброшенных строениях. Томас был главным в этой стае, главным и мудрым. Он защищал более слабых и мелких. Волонтеры тогда забрали всех собак в этой стае. Оставить кого-то означало оставить на верную гибель. Поэтому не смогли пройти, не смогли уехать только с Томасом. Забирая одного, ведь все остальные всегда смотрят вслед тому, которого уводят куда-то в тепло. Но невозможно оставить их. Поэтому сердце дрогнуло. И тогда мы приняли решение, что надо забирать всех. В тесноте да не в обиде. Еле поместились в машину 5 собак. Но зато они увезены были на передержку, в безопасность, где была еда. И таким образом сохранили им жизнь. Наступил день, когда мы смогли забрать Томаса на передержку. Еле поместили, разместили их в машину. Как же они были рады и как они были благодарны, что они оказались в тепле. Ну вот, время 3. Отправка сейчас карго здоровых этих кракенов. Алабая, Маламута, Лобастова. Под потолок в 7 переноски. Вторая вот машина заходит. Один не вывезу всех. И потом сразу утром 5, полшестого. Маленьких, наверное. Монстры. У меня спина и руки отваливаются. Затем была сумасшедшая отправка карго. Несколько дней готовились к вылету. Были сильные морозы, когда отменили рейсы больших самолетов. И полетел небольшой самолет всего лишь до Нерюнгри. Это небольшой городок в Якутии, с пересадкой. Когда несколько часов не было связи, и мы не знали, что с нашими собаками и где они, где их в ночи перегружают в метель. На радарах наши справочные не видели этого самолета вообще. То есть мы пережили ночь ужасов. К счастью, все закончилось благополучно. И хвостики прилетели в Москву. Вся эта суета и все эти откладывания рейсов заняли у нас примерно сутки. Вот такая долгая дорога была у этих собак, и в частности у Томаса из Якутска в Москву. Это было почти год назад, в январе этого года. Томас прилетел в Москву на мое кураторство, на передержку. А затем все как обычно. Поиск семьи, пиар, и вскоре наш большой добрый Томас уехал в семью.
Теперь о собачке Гере, которая замерзала и было ей голодно в минус 55 в январе. Так жадно она вгрызалась в ледяную пустую миску. Что такое в холод прикоснуться языком к металлу? Сразу останется кровь на этой миске. И вот она так осторожно вгрызалась в эту пустую миску, желая хоть какую-то капельку, крошку, намек на еду найти в этой миске. Но не хватает им пропитания. Голодно. И вот эта сцена, вот этот момент показали мне. Я не смогла пройти мимо и решила, что эту собаку надо спасать. Тогда мы ее так и назвали, просто Миска. В последующем она стала у нас уже Герой. Прожила с января по осень на передержке в Москве. Ты Миска, ты Миска, а ты Чепрашка, Веснушка, Мартин. Что ты? Золотой, не выспался? Хорошие, хорошие девки, хорошие. Ну все, пока, поедем дальше. И буквально недавно уехала в семью. Несказанно рада, что и эта девчушка смогла найти свой дом, свою семью. Люди заметили и взяли ее в свой дом. Мася, маленький щенок, подброшенный в подъезд. Волонтеры увидели пост про Масю и просили Алину позаботиться о малышке несколько дней до самолета. Соседка выкидывала Масю на улицу на мороз в минус 50. Мася плакала, но идти ей было некуда. И она часами ждала, когда с работы вернется добрая девушка Алина и запустит ее обратно в тепло. Там же в подъезде Масю привили и позже отправили самолетом в Москву. Ребенок из подъезда тоже выкинутый, которого выкидывали из подъезда. Но вот добрая девушка нам его спасла, передержала в подъезде. Летом Масеньке нашлась семья. Вскоре уже в семье выяснилось, что Мася очень болеет. Застужены органы, дали осложнения. Была длительная борьба за жизнь. Сейчас Мася выздоровела. У нее все замечательно. Пожелаем всем усыновителям и нашим питомцам здоровья и благополучия. Дай лапу. Молодец. Молодец. А второй? Молодец, да. Покажи свое личико, иди сюда, а то сплошная твоя попа. Иди сюда, иди ко мне, моя девочка. Да, моя сладкая, да, моя хорошая, да. Вот так, скажи всем гав. Ну давай, бегом, давай, Грег. Ну нет, не ворчи. Не ворчи. Давай, бегом, давай.
Вот так, да. Да, да. Да, да.